Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки и пишет хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. О чем спешит рассказать вам песок? Что нужно знать прямо здесь и прямо сейчас? Пожалуйста, посмотрите на песочек. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что нужно знать мне прямо здесь и прямо сейчас? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы и послать только самую важную и самую нужную информацию для вас. Итак, что вам нужно знать прямо здесь и прямо сейчас? Так, интересно, очень интересная ситуация. Мои дорогие, я вижу, что в скором времени будут очень необычные ситуации происходить с вами в вашей жизни, вокруг вас. То есть жизнь будет бурлить и бить ключом. И вы очень должны быть аккуратны и понимать, что есть глаза, вот как хотите, глаза недобрые, которые постоянно за вами следят. Прям, знаете, как будто бы человек ждет момента, когда вы оступитесь, ждет момента, когда вы, например, там упадете, чтобы использовать это против вас. Ну, какая-то, скажем, вражина, да, присутствует, и прям человек такой неприятнейший. Он прячется за масками постоянно. То он друг, то он помощник, то он наставник, то он там плечо подставит на самом деле. Да, подставляя плечо, он подставляет вам подножку. Вот поверьте, вот такой человек. Скорее всего, на работе. Либо может быть связано с какими-то рабочими вопросами, может даже соседскими. Я не знаю, такое впечатление, что этот человек не спит, не ест, о вас постоянно думает и думает, как бы вас, ну, грубо говоря, подставить. И что я хочу сказать, есть у вас друг хороший, настоящий, ну, либо кто-то, может, в семье вашей, да, вот с кем вы не только любите друг друга, но и дружите. И вам, скорее всего, указывали на того, кто вам вредит, да, на опасного человека. Вам указывали, а вы как-то рукой отмахнулись, типа, да ладно, будь что будет. Вот так вот пошло. Еще момент, мои дорогие, вам нужно вот на дороге быть очень аккуратным. Если вы автомобилист, тем более если вы обладатель небольшой светлого цвета машины, будьте крайне аккуратны, крайне. Если вы пешеход, то, конечно же, вот берегитесь маленьких светлых машин, понимаете, старайтесь вот прям дистанцию держать с этими машинами. Это вот как момент опасности идет, да? Не дай бог там что случится, лучше вы именно себя поберегите. Старайтесь, ну, обходить подальше маленькие машинки. Вот. И еще момент. Совсем скоро у вас, ну, скажем так, какой-то хороший ваш друг, товарищ очень себя хорошо зарекомендует, да? Человек, который выручит вас в какой-то очень сложной жизненной, тупиковой, я бы даже сказала, ситуации. Человек действительно вот прям бросит все, придет к вам на помощь, будет вам помогать, будет вам службу служить, понимаете? Вот такой идет. Человек очень хороший. Вот, еще момент. И тут момент идет, когда вы сможете наконец-таки для себя понять, кто ваши друзья, а кто ваши, ну, скажем так себе, да, кто друг, а кто вдруг. Да, вот именно такие, я не буду говорить другие эпитеты, да, вот люди, которые просто вот масса, да, масса, которая присутствует в вашей жизни. Потому что вижу, что придется вот вам обратиться, да, будете вы обращаться за помощью ко всем практически своим знакомым. И тут сразу четко станет ясно, кто из них кто, да, потому что есть даже среди родственников те, которые там глаза улыбаются, вот я там для тебя все, что хочешь, и все буду для тебя делать, ты только скажи, мы же там одна кровь, одна семья. А когда по факту нужна будет помощь, человек там придумает 1000 отговорок, 1000 там, вплоть до того, что все, там я уехал, меня нету, и вообще не ждите, у меня там, я заболел, да. Я ехал и заболел, вдруг понял, что болею, да. Вот такие ситуации. Отговорки будут просто смешнейшие, понимаете. И вы поймете, эта ситуация для вас не критическая, вы ее переживете.
Потому что настоящие друзья у вас есть, любящие вас люди есть. Как ни крути, вам помогут, все у вас обойдется. А вот эти люди, видите, которые к вам перевернулись, вот от этих людей вы блокируете себя. Блокируете, закрываетесь, чтобы вы, понимаете, я вижу, что вы на всех людей свою доброту, свое большое сердце распространяете, да, и вот эти люди недостойные, они даже и оценить не могут, что вы для них делаете. И тут прекрасная возможность, вот Вселенная, высшие силы вам посылают, оценить всех по достоинству и по заслугам. Пользуйтесь этим, пользуйтесь себе во благо. Да? Если человек, скажем так, недостойный, то лучше держаться от него подальше. Так, еще момент. Здесь встреча, любовь. Встреча и любовь. Если вы по каким-то причинам с любимым человеком были в ссоре, в споре, каких-то нехороших, напряженных отношениях, то здесь я вижу у вас именно шанс на то, чтобы помириться, примириться, на то, чтобы наладить вот именно отношения между людьми, восстановление отношений. Вплоть до того, что вот прям, какой-то счастливый случай вас будет объединять, да. Вот может вы так расстроились, и рассорились, пух и прах, да. Бывают же такие ситуации, и думаете, что все. Никогда ни при каких условиях там не вернусь, да, не прощу. Но будет такой случай, что вот прям помиритесь, полюбитесь, и все у вас пойдет замечательно. Очень важный инициал буква Б. Вот она, смотрите, как четко она прорисовалась, буква Б. Это буква Б. Это либо инициал имени, фамилии, либо места. Это к вам зайдет со стороны человека, скажем так, вашего партнера, да, вашего любимого человека. Если такого человека у вас нету, то такой человек вам повстречается. Может быть, на просторах интернета, а может даже и в личной жизни. В любом случае, я вижу нечто, что вас объединяет. Считайте, что это жезл, волшебная палочка, дорога, новое дело. Объединяет двух людей. Здесь очень четко видно мужчина, да, он более такой фактурный, и женщина, более тоненькая, изящная красавица. Понимаете, здесь объединение двух людей. За мужчиной есть прошлое. Как ни крути, прошлое есть. Два человека за мужчиной стоит. За вами стоит стена. И за стеной стоит ваше прошлое. Ваш прошлый какой-то человек. Может быть, прошлый возлюбленный, может быть, прошлый муж, может быть, человек, который был прям для вас единственным, да, на которого вы молились, которого вы любили. Этого человека вы, конечно, он ушел из вашей жизни, да, вы от него отгородились этой стеной, но по факту, по душевной привязанности он остался до сих пор с вами. Понимаете? И главное, чтобы этот человек не мешал, да, ни своим присутствием, извините, фактическим, ни памятью о себе, да, чтобы он не мешал вашим новым отношениям. Это очень важно, это нужно убирать, чтобы не было, да, неприятностей. Чтобы когда хороший, достойный человек войдет в вашу жизнь, вы могли бы этого человека оценить по достоинству. Так, еще я вижу у вас какие-то, не знаю, то ли дебаты какие-то, то ли споры, то ли выяснения, может быть, даже какое-то вот гуляние, где там в каком-то месте вы там с друзьями, со знакомыми, может какой-то там сабантуйчик, банкет, отмечаете вы что-то, будет вот какой-то праздник, и на этом празднике люди вот как-то они выходят за рамки дозволенного, да, начинают вести себя как-то фривольно, фамильярно и начинают очень много болтать. Болтать не по делу и не по теме. Вы держитесь от этих разговоров подальше, потому что вы можете что-то сказать, да, и люди против вас это могут потом в будущем и использовать, потому что среди этих людей будут, скажем так, засланные казачки, да, люди с двойным дном. Кто определить невозможно, но по факту потом вам это прилетит. Да? А зачем вам это нужно? Лучше этого не допускать. Так, еще я хочу вам сказать, что здесь у вас намечается вот именно по каким-то семейным вопросам, не знаю, то ли сбор какой-то, то ли гости, родственники, да, родственники будут приезжать, потому что вот такой чайник у вас получается, чайник, где вы будете сидеть, чаи, скажем так, гонять, и будете разговаривать за жизнь, обмениваться информацией, так себе, знаете, посидите неплохо проведете время, вот так вот я вижу. Так.
Так, еще я хочу вам еще такой момент сказать, что дело какое-то, которое вы там долго себе планировали, думали, оно немножечко откладывается. Откладывается, но переживать за это не стоит. Отложилось оно по справедливости, чтобы в будущем исполниться в 100 раз лучше. Вот так вот я вам скажу. Так, давайте еще посмотрим, что вам еще расскажет песочек. О чем вам нужно знать здесь и сейчас. О чем нужно знать здесь и сейчас. Так. Ну да, опять эти глаза, они никак не уходят. Глаза, оскал вышел, оскал. И этот оскал говорит о том, что человек с двойным лицом, да, он улыбается, сам зубы скалит в вашу сторону. Берегитесь этого человека. Он прям рядом, он вам в спину дышит, понимаете? И у вас насчет этого человека были подсказочки, были какие-то звоночки, когда к вам то ли информация доходила об этом человеке, а вы отмахивались, говорили, там быть такого не может. Это хороший, замечательный, добрейший души человек, да? Такое тоже было. Но я вам скажу, человек этот очень-очень такой опасный. Понимаете, от него веет опасностью, потому что зубы, я сказала, зубов вышел, да, но кто у нас зубы скали, да? Самые опасные люди. И знаете, вам вообще лучше сейчас, на данный период времени, выбрать такую позицию, чтобы свои мысли, свои какие-то идеи посторонним, вот никто, член вашей семьи, вообще не озвучивать. Потому что, знаете, вот прям как этот человек может такую вам какую-то нехорошую вещь вот подставить вас как-то может, что потом долго еще будете вспоминать и жалеть о том, что вы доверились этому человеку. Так, в горизонте у вас идет человек, ну, скажем так, лекарь, наставник, помощник, учитель, хороший человек, он в горизонте. Он скоро проявится, тут буквально там, не знаю, недели 2-3, да, вот такой период. Мужчина, это мужчина, он проявится, он такой, знаете, почетный человек, возрастной, статусный. И от этого человека ждите вот благих поступков и благих каких-то разговоров, да, помощи благой ждите. Вот это будет. Еще 2 человека у вас что-то будут просить, как-то на вас надеяться, строить планы. Знаете, они как-то по-хитрому будут к вам заходить, вот по-хитрому, да, с какой-то хитринкой. Вы это почувствуете, будет очень неприятно. И как-то, знаете, вы с ними попрощаетесь тоже очень так вот холодно, что ли, да. Я почему-то вижу, что вы переживать будете, но переживать не стоит. Эти люди, они были проходящими в вашей жизни. Не зацикливайтесь, пусть идут своей дорогой и, как говорится, перекреститесь, да, пусть так и будет. Так, острые моменты у вас перевернутые, тут косы у нас перевернутые вышли. Это говорит о том, что удастся вам избежать каких-то прям острых моментов в свою сторону, да, что вот опасность она от вас отвернута, это замечательно. Здесь новости будут приходить откуда-то из неожиданного места. Извините, что так говорю, но как-то формулировать точнее не могу, да, вот место, которое вы не ждете. А оттуда прилетит новость, причем такая, знаете, прям очень-очень вам нужно именно в тот период времени, вот прям аж удивитесь, скажете, вот когда, как в жизни бывает, как все в жизни устроено. Вот. И еще, смотрите, какие-то красивые наряды. Это наряды, одежды, украшения. Вот не знаю, что-то вы там хотите, да? Хотите, думаете, и у вас какой-то план есть, да, может там с подругой, с друзьями, с мамой, там вот с кем-то поехать куда-то, вот что-то красивое покупать, может быть для себя делать. Но я вижу, что эта поездка, вот именно эта поездка, она неблагоприятна для вас, поэтому ее от вас отведут. Вы поедете в другое время и в другое место, и там вас будет ждать удача. Так что вы не расстраивайтесь и не переживайте, знайте, что все получится. Так, здесь у вас женщина, которая, скажем так, поможет вам в каком-то деле, в деле важном, в вашем деле. Она вас как будто бы вот от чего-то, видите, как закрывает, защищает, да, вот вы стоите, и она вас сверху вот, как прикрывает, да. Эта женщина, она может быть ваша подруга, может кто-то там из родных, из близких людей. Эта женщина
из любви это делает, потому что вы для нее очень-очень дорогой человек. И из-за этого она вам помогает. Так, здесь я вижу детки. У кого есть детки, вот вышел ребенок. Ребенок у самого бортика. Ребенок нуждается во внимании. Внимание и забота. Вот что нужно вашему ребенку. Не пропускайте, потому что даже сам ребенок очень какой-то прям маленький, совсем маленький, крошечный вышел. То есть это не значит, что, например, да, там не нужно детям вообще внимания, если они там в песке или в каких-то гаданиях они проявляются. Тут ребенок, он даже как-то к вам пробиться не может. Как-то вы по этому песку слишком сильно сосредоточены на своих каких-то проблемах, заботах и на своей какой-то жизни, да, а детки, они как в неудел, понимаете? Вот этого нельзя допускать. Вот как хотите, в лепешку бейтесь, но деткам время обязательно уделяйте. Это очень и очень важно. Мои дорогие, что я хочу сказать? Есть вещи, которые от вас скрыты, но радует меня то, что каждый раз, когда вы будете подходить к такой ситуации скрытой, вам будет приходить информация, к вам будет заходить от других людей. Да? Вот есть люди, которые, как сказать, высшие силы, да, они подсылают к вам в нужное время нужных людей, которые дают вам информацию. И здесь очень важно уходить вот из такого положения. Вот вы сидите, голову вниз положили, да, и вы как будто бы в тоске. Вот такой огромный водопад слез как будто бы у вас идет. Какая-то вот очень тяжелая ситуация, да, на душе. Вот тяжело на душе, грусть, тоска, переживания, может быть даже у кого-то депрессия. Выходите из этой ситуации, обязательно выходите. Смотрите, здесь хороший человек, друг, да, который к вам придет и который будет вас вытягивать из этой ситуации. Идите навстречу, идите. Развлекайтесь, почувствуйте себя живой, нужной, желанной. Вот это вам нужно, чтобы глазки у вас заблестели. И тогда будет все просто замечательно. Замечательно. Два хороших человека, мужчина, женщина, они на вашем жизненном пути. Но они пока в горизонте, они еще не проявились, они обязательно проявятся. И это проявление будет для вас самым лучшим, самым полезным. То, что сейчас у вас тоска, грусть, переживания, это я тоже верю, что уйдет, потому что вот он надежный друг, надежный товарищ, надежный человек, который вас, скажем так, заберет, спасет и выведет в новое хорошее состояние. Вот это у вас идет. Мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.